Добрый вечер, уважаемая публика, а вернее сегодня, наверное, говорить надо доброй ночи, поскольку ночь в музее. Мы с вами находимся в уникальном здании нашего города. Здесь когда-то кипела бурная общественная жизнь. Этому зданию более 150 лет. И стены многое что могут рассказать, многое что могут показать. Давайте будем воспользоваться этой ситуацией как машиной времени, чтобы можно было вернуться в какое-то прошлое, далекое, еще более дальнее, и погрузиться в ту атмосферу дальнего времени. Здесь, в этом зале, вот подлинный свидетель тех лет, 150 лет этому стулу. То есть это ровесник этого дома. Это настоящий экспонат. Он, конечно, не в этом доме стоял, но это типичный такой. Но давайте вот попробуем представить этот зал, этот парадный зал Генеральского дома, каким он мог быть. Ну, прежде всего, давайте потолок поменяем. Да, конечно, эти искусственные осветительные приборы уберем. Голландскую печь поставим с возрастами, берем эти радиаторы. Обратите внимание, вот здесь след остался, да? Ну так вот, при дневном свете он хорошо виден. Как наши историки утверждают, здание было построено анфиладой, то есть были складные проходы, и переходили в кабинет. Кабинет генерала, генеральский дом, так и предполагается. Ну и, наконец, осталось некий антураж тех времен добавить. Да? И мы уже можем представить, как этот дом мог выглядеть те самые 150 лет назад. И что здесь могло происходить. Конечно, не каждый день здесь играла Ольга. Здесь были серьезные разговоры, но были балы, как центр культуры, здесь происходило все. Этот дом жил своей особой жизнью, и о нем можно много говорить, но сегодня мы поговорим лишь о некотором аспекте того прошлого времени. Подобные дома присутствуют в каждом городе. Можно было представить, как здесь собираются люди.